Поми языскар яс мунлысны шикси сунает мунан, абу мезднан. Меберен муналысны. Век буденлеса далекüski. Ная, мы думаем, тогда мы широкоста спите, кара широкоста. Кор Миян Дорич Мунышных Александр Васильевич Ульянов, да Елена Васильевна Козлова. Когда от нас ушли Елена Васильевна Козлова и Александр Васильевич Ульянов, как будто часть души моей улетела с ними. Я год не мог ни думать, ни писать. Казалось, как будто и поговорить не с кем. Пашваш Олексан Александр Васильевич Ульянов, известный журналист, публицист, писатель, родился в 1953 году в селе Усть-Кулом. Его родители с 4-летним Сашей и 2-летней Ираидой переехали на родину отца в село Деревянск. Уже там родилась их младшая дочь Галина. Это село на берегу Вычегды Александр Васильевич всегда считал своей малой родиной. Ему посвящал стихи, рассказы, повести. Деревянск в жизни мастера слова как некий маяк-ориентир, освещавший жизненный и творческий путь. Первые пробы пера у Саши были еще в школе. В 6 классе напечатали первое стихотворение в районной газете «Ленин Туед», сейчас «Пармагор». А вот по-настоящему взрослое стихотворение «Мамылы маме» опубликовали в литературном журнале «Войвы в Коджув» «Северная звезда» в 1973 году. К слову сказать, знаменитый композитор Прометей Чисталев написал музыку на эти стихи. Сивиле вещек шилан гижес, Прометей Чисталев меня не маланат шила диастечиш. Вот та их менчетлес нами студентал ганчишим дас коймед у нас мы вылечи коймед курсун студентен, се гезевит гонорар четлес мы как стипендия мында да верним кадёлы. Татьяна Николаевна с внуком Никитой иногда пересматривают фильмы про деда, вспоминают, каким он был, как каждый год ходили с дедушкой на 9 мая к вечному огню, как однажды на даче Никитку укусил клещ, как дед подарил внуку такой желанный планшет, до сих пор, кстати, работающий. И всегда, в любой ситуации, дед учил внука искать доброе и не расстраиваться по пустякам. 3 – это государственная оценка, Никита. Он мне говорил, не переживай. Ну, дедушка больше всего как-то, знаете, маму-то она как бы поругать может за оценочки, а дед так посмеется. Да, и что-то государственная оценка, нормально. Все, я тоже с 3 учился. Ничего страшного. А вон человек какой вырос. Добрый человек. И от него этого берешь, тоже хочешь быть таким же добрым. С будущей женой Александр познакомился в институте. Татьяна училась на факультете химии и биологии, будущий писатель на коми-отделении филологического факультета. Мы познакомились совсем юными. В одном общежитии были. Мы жили 5 девчонок в комнате. И вот однажды одна девочка в нашей комнате попросила, чтобы вот ее друг привел Сашу. Ей он очень понравился, но понравилась ему не она. После окончания института Александр устроился на работу корреспондентом в газету «Красное знамя». Затем перешел в Юготуй главным редактором. Работа журналиста давала возможность объездить всю республику, встречаться с интересными людьми из глубинки. Кстати, моя святая вот Йонджикаса мне бочтала аслам олом вылымышка жуласна. Уна кищиска жуласна. Мян вуш есть мян. И даже если не жирисеза, а олом щис бырыны. Теперь бочни мян шуам щит, любой щит шуам поми щит.
Это ну и бурусом, и легкий. Смеки бошта деревянная сикшон. И бурус ташка и чаджак на колесе весна. Москва полную это командировка, спитавна, щик глездве, карья сошла. Юска дать десильно. Севесна мы татенет быр, берегет часто не луна бурторин. Севесна мы туктани республика собуратедне и юзыска отдесилан. И уна выльтима на синтовости саву. Ульянов, он работал как журналист больше. То есть как журналист, поскольку он заканчивал сначала КГПИ, потом где-то 85-87 год в Ленинграде учился на высшая партийная школа, но в отделе журналистики. Очень спокойный, рассудительный был. Он больше, наверное, как руководитель. Ну, встречались больше по делам все-таки. В ЮГТУ редактором был, в Бикинь, в детском журнале. Потом издательством руководил. Ну, вот у него такое хорошее качество было. То есть, если делом занимаешься, личные какие-то амбиции, там, то все это должно за скобками оставаться. Олег Иванович Уляшев, коллега по писательскому цеху, отмечает, что партийная школа действительно готовила настоящих руководителей. Дело есть дело, и на работе личному места нет. Каким он мне запомнился? Всегда разговаривал конкретно. Конкретно, на лишние темы он не переходил. Вот, то есть все, что касается работы, все конкретно. А когда мы уже встречались на улице с ним, да, Галина, чё кыч дела ясы, да, как дела? Чё, машина сегодня завелась твоя? Галина Макарова теперь возглавляет издательский дом «Коми», а тогда при Александре Васильевиче была только принята на работу корреспонденткой в газету «Елыга». Первое, что сейчас смогу вспомнить, Александр Васильевич спустился к нам на второй этаж Дома печати, где у нас располагалась редакция газеты «Елыга». Он пришел поздравить главного редактора Викторию Вячеславовну Пименову с 30-летним юбилеем. 30 лет тогда было Виктории Вячеславовне. И он с такой гордостью поздравлял, что в нашем штате есть должность, да, главного редактора, и что редакцию возглавляет молодой специалист. Вот он прям уточнил, он прям конкретизировал то, что в 30 лет быть главным редактором – это вообще здорово, это классно. Я смотрела сначала на Александра Васильевича, потом на Викторию Вячеславовну. Вот как-то это все это мне заложилось, то, что да, возможно, да, вот есть такие шаги в твоей профессиональной деятельности, что ты можешь быть главным редактором, пусть ты еще молодая. Мало об этом говорят. Он был, в принципе, назначен первым главным редактором газеты «Республика». С Спиридоновым было обговорено, вот он как мне рассказывал. Я, говорит, потом подумал, что не мое все-таки. У него родной Коми, он русский настолько говорит. Ну и не только поэтому, а потому что просто все-таки Коми-печать, он всю жизнь отдал Коми-печать, и он пришлось, говорит, отказаться. Вот Юрий Алексеевич Спиридонов, говорит, немножко, даже попенял мне. То есть он должен был быть первым редактором изначально. Если бы он согласился, он бы был первым редактором газеты «Республика». И всю жизнь Коми-печати он отдал, профессионал и человек. Алексей Полугрудов, главный редактор литературного журнала «Войвы в Кодюв», познакомился с Александром Ульяновым сначала по его произведениям, а потом уж много лет работали в Доме печати в разных изданиях. Писатель и журналист помог тогда еще молодому автору получить второе образование – журналиста. И даже первую публикацию в литературном журнале тоже организовал Александр Ульянов. После выхода на пенсию Александр Васильевич работал редактором в литературном журнале, где уже главредом был Алексей Полугрудов. Даже у него, когда в книжном издательстве он работал, такой момент, вот самые расслабленные люди, вот это водитель был. Это показатель, то есть у них свой автомобиль был, он не дергал ничего. Всем, кому он мог, помогал, знал чаяние всех, чем живут семьи, дети. То есть, возможно, когда-то и садиком, когда-то, то есть, какие, возможно, это же не забывается что-то, какие-то где-то кому-то помочь в командировку, в профессиональном росте он помогал всем, то есть расти.
Но она явила ласны, чем как коли перенескуш ласны. Ёж мас, шам масны, кутасны бурагижны, но и швам муд боченьки бочны серже. Мы думаем, да мы меня правительство слукало тоже дышни онжика. Бедемнал ноланин вели. Меня же кутыш. Меня только комик газет журналы татен петен. Меня Дальний Восток ну. Оскут петен. Александр Васильевич, он очень интересный был директор, такой внимательный, добродушный, оказывал помощь всяческую. Также он был очень шутливый. Установили нам кассовый аппарат, как раз по законодательству было положено. И вот этот кассовый аппарат беречь надо как зеницу ока. Надо сразу, значит, поработал, убрал в шкаф. Я так переживала за этот кассовый аппарат, прям, дорожила им. Вышла из кабинета, прихожу, у меня кассового аппарата нету. Я чуть с ума не сошла. Можно представить, как я нервничала и переживала. Я начала бегать по кабинетам. Но в то время еще частенько приходили продавцы книг разных, и почему-то их на вахте пускали, прям поток был. И приходилось все время следить, чтобы все было на месте, сохранно. И я пошла по кабинетам, никто ничего не знает. И, естественно, дошла до директора. Я говорю: Александр Васильевич, вы не видели? Говорю, никто тут не ходил. У меня, говорю, кассовый аппарат на столе лежал, и, говорю, нету. Он говорит: нет. А ты, говорит, что, выходила, кабинет не закрыла? Я говорю: да. Он говорит: ищи. Я пошла дальше. Нигде нету. Села, плачу. Он такой заходит через минут, наверное, 5. И говорит: ну что, ты нашла кассовый аппарат? Я говорю: нет. И он засмеялся. Оказывается, он мой кассовый аппарат спрятал в шкаф, чтобы я его не оставляла без присмотра. И так было 2 раза. 2 раза было. Но второй-то раз я уже понадеялась, что это он, и как-то, в общем, посмеялись в итоге. Конференция писательская была в Кудымкаре. Деловая часть-то что там, сходил, выступил, отчитался, послушал там. Ладно. Ночью захотелось Ульянову посмотреть на ночной Кудымкар. Я говорю: да что тут смотреть, тут фонарей-то нету. Нет, хочу, говорит, посмотреть, там, чем народ дышит. А поселились нас в общежитии, поэтому выйти, зайти, там же везде пропускная система. С вахтером еле-еле договорились, Ульянов напористо, все, надо, то все, посмотреть красоты. Вахтер говорит: что там за красоты, 90-й год, там как раз 90-е годы. Ничего, вышли, прогулялись, где-то у редких встречных спрашиваем, где, чего там. И потом какая-то компания. Ульянов как-то моментально пошел с гитарами, там то все, сидят, молодежь. Нашел моментально общий язык. Я говорю: у тебя это хорошая школа. Говорит, журналистская, говорит. Олег Иванович отмечает, что хотя Александр Васильевич был старше его лет на 10, писать и издавать книги они стали примерно в одно и то же время, в начале 90-х. Журналист и руководитель Ульянов почти всегда сетовал на нехватку времени для писательского творчества. Но это ходка меня немало на комике, сейчас пришел, то ли Торопов, Иван Григорьевич, то ли Юшков, или Шахов, наверное, Петр Федотович. Мы, как лун нас, оска гище, как ты точка или запятая пухта, мы челом и бурмыс. Сбудется, что мы йотка что морца. Что мы нам кормам кулами, кроме сыпырмуны стався, а чем ваяс, им кулом дырись больше ты пишлас, но кужен мы ваем, вот сыпыры мы нам сразу вещи свои чужие. Мама. Именно она в творчестве Александра Ульянова сыграла ключевую роль. Она стала светлой звездой, разбудившей талант писателя, пусть даже таким трагическим образом. Его проза по-настоящему глубокая. Мама, мамочка, для чего тебе нужны были эти разноцветные красивые бумажки? Приедет, бывало, начальство, похвалит за то, что таскаешь на спине мешки с мукой, грамоту вручит и обратно в райцентр укатит. Лучше бы печь в пекарне новую поставили, не изнуряли работниц каторжным трудом, да дрова вовремя подвозили.
Дому в Деревянске, где вырос писатель, 101 год. Сейчас его хозяйка – младшая сестра Ираида. Так получилось, что у Александра и сестры Галины были дачи неподалеку от столицы республики, а Ираида безземельная оказалась, и ей в наследство достался отчий дом. 16 лет она приезжает на все лето, ведет хозяйство, чинит крыши, меняет окна, выращивает огород и принимает гостей. Как-то Саша заказала туфли, привез какие надо. У меня размер ноги нестандартный. Помню, ждали Сашу на пристани. Теплоходы еще тогда ходили. Внутри все так же тепло и уютно, как было при родителях. Даже обстановка не поменялась почти. Только что большую русскую печь разобрали. За столом ведутся неспешные разговоры, вспоминают былое. Детям не давали имена. Кто давал? Я лежала в роддоме. Я родила, он звонит, узнает, что родился сын, и приходит к роддому, пишет, писали же только записки. Ага. Поздравляю с Сережей. А потом следующего, говорю, когда вот у них разница в 7 лет, то же самое проделал. Ага. Поздравляю с Любашей. Люба, день рождения Саши родилась. Подарок был. В свое время отец Александра Васильевича построил для своей семьи свой собственный дом недалеко от пристани на берегу Вычегды. Но молодая семья так никогда и не переехала туда. Мама его отказалась переезжать в новый дом. Сказала, мол, дом на пристани будет продуваться всеми ветрами. Холодно там будет. Ким Степанович Витошкин подарил тогда Александру Ульянову картину. Писатель был так рад, и вот тогда он рассказал нам эту историю. Этот дом выкупила сельпо, и там стали делать и продавать знаменитые конфеты-петушки. Много рассказов Александра Ульянова автобиографичны, и про новый старый заброшенный дом тоже есть рассказ, и даже книга с одноименным названием. «Я в новый дом жить не пойду. Не тащи туда ни меня, ни детей. Если так уж сильно он тебе люб, живи там один, как медведь в темной берлоге». Убью, если не перейдешь туда жить. Голову отрублю. Отруби, коли так. Но там я жить не буду. Мне в родительском доме лучше. А его новый старый дом, проданный когда-то Иваном в чужие руки, молчал. Ведь огонь жизни в доме так по-настоящему и не зажигался ни разу. Кто знает, возможно, и зажжется когда-нибудь кем-нибудь, но только уже не Иваном. Герои автора – деревенские люди со своими характерами, размышляющие о смысле жизни, о будущем коме деревни. Они спокойны, рассудительны, глубоки и бесхитростны, легко ранимы. У многих судьба трагична, многие не приняли новой жизни. Она их заводит в тупик, но все они верят в доброе и прекрасное. И все они для автора близкие и знакомые, односельчане. So, Taji, olla, lunta, voi. Mõistus ja kerran mulle teha. Õtnam kolida. Liitsetsi vai liitsetsi. Сейчас шütчевда. Кынывыткан качумалы. Эгот пескеров. Коска значуй. Не, нюжьеникен кернинин пети. Картопель того абу поснида. Лелю наша бес. Мыйны ըт над лукишан. Ещерам было. Метай солок ты косишли да. Несколько лет назад на радио в проекте «Ловья Кыв. Живое слово» делали радиоспектакли по мотивам рассказов коми-писателей. Тогда Александр Васильевич слова автора читал сам. Борт палакаша кодернысыет капытка. Муджа маты дала ташамаломщил. Гаштам чемот надты. Вому сози тупкушли пырмыка вишталы. «Жена для отца» тоже во многом автобиографичный рассказ. Его отец после смерти мамы вдовствовал 18 лет. Вспомнив о матери, Владимир, выворачивая тяжелый клубень, искоса глянул на отца и только тут заметил, что он сильно сдал.
Волосы белые, как снег, ни одной темной пряди. Тело стало маленьким, сухим, штаны еле держались. И всю радость у Владимира как рукой сняло. Меча бурдерт кор мамбатит ловящина. Кортелоктан да лешинят биозия. Пуранда батир шуастын нагын. Шонуч гын сапексе кымав да кокта шонты. Корставис ловяйс. Корнина озлону мударю гудас мунасны сыпкичка биттей. Челен была дольс муна челен да. А ознин сычен леши долго. И мевек что то мне злымся. Видящим бань мамты. А меча бур видяемся. Чекадыка член накат. Ударатина Татьяна Николаевна, краевед и библиотекарь, рассказывает, что ее мама работала вместе с мамой Александра Васильевича в сельской пекарне, но почему-то детьми они не были знакомы. По-настоящему подружились уже тогда, когда Александр Ульянов, приезжая в родной Деревянск, всегда заходил в местную библиотеку, привозил книги коми-авторов и даже подарил свою домашнюю библиотеку. Александр Васильевич Ульянов. Этот стенд сделали к 70-летию нашего известного земляка-писателя. Здесь вот их новый дом на пристани. Это семья их. А вот он сам, такой улыбчивый сидит, барабанщик. Александр Ульянов стал инициатором и редактором изданий про родной Деревянск. Выпустил к разным юбилеям 2 книги и фотоальбом. Это великолепный краеведческий материал. В книгах собраны очерки, рассказы, документы о судьбах знаменитых земляков, истории из жизни простых тружеников и огромный титанический труд. Татьяна Николаевна подчеркивает, что материала было собрано несколько мешков, и иногда приходилось созваниваться с Александром Васильевичем до 70 раз за день. Он никогда не забывал про родину. У него вот малая родина, все-таки Деревянск. Он ее повезло деревянским жителям. Он 2 альбома, фотоальбома помог, то есть организовал. Это жуткий труд все-таки. Найти спонсоров, все организовать, сделать. Чем мог, он еще Деревянску помогал. И Усть-Коломский район. Я же воевал, он говорил, да, то есть верховьевичек был. Ну, патриот. Вот такой патриот, который в городе живет, но не забывает. Странно здорово, мы как Рамашуечема, семья нас веледес Александр Васильевич. Александр Васильевич искал спонсоров и меценатов, ведь не просто выпустить такие книги и альбомы. Он обращался даже к министру культуры. Его принимали, он умел разговаривать с людьми, был доброжелательным. Сердце было у него доброе. Он настоящий сын нашего села. Писатель находит формы самовыражения и в публицистике. Автора волнуют проблемы сельского хозяйства, сохранение родного коми-языка, школ, коми-деревень. Танемиян вужьясным «Здесь наши корни», коми-книга «Эмысылын аскиалуныс», коми-книга «Есть ли завтрашний день», «Олам да майшащам да олам», «Живем и горюем, горюем и живем». В Деревянске знаменитому земляку посвящен стенд на аллее вместо старой школы. Односельчане помнят Александра Ульянова, знаменитого писателя, журналиста, краеведа и публициста. И когда работал в Войвукоте уже в последнее время, там, постоянно вот сидит, что-то давненько про Шибарева ничего не слышно было. Как он там, надо позвонить. Помозина или там это, Бабина очень поддерживал тоже. Что там это, Слава-то не звонил, ничего не слышно про Славу. Вот я сегодня Славе звонил, что-то не берет трубку. Поскольку вот в городе те, которые пишут, там они в любой момент могут зайти, выйти там, ну, на виду, да. А те, которые там где-то, ну, как бы в деревнях жили, там, ну, все время там связывался там, и напоминал, не пора ли там, допустим, там, попросить, чтобы принес что-то, отправил что-то. Вот, что-то давненько не приезжал и так далее. В принципе, как руководитель он тогда уже не руководил, обычно вот редактор отдела был в Войвукоте, но тем не менее вот это качество очень хорошее, мне кажется, нашим современным руководителям, может, не хватает вот этого. Сгижан ужас кучласный вират пыразаться чаши быть это сычлет тихинтер кучласным помоги доннон век мы когда мы кикиштанг. Внук Никита тоже пошел по стопам деда, пишет стихи для своего творческого музыкального коллектива.
не так много времени уже этому посвящаю, намного меньше. То есть раньше я мог сутками там находиться, прям вообще каждый день. А сейчас это по настроению как-то бывает. Ну, как вот дедушка сказал в видео, что это на всю жизнь, наверное, все-таки это будет всю жизнь проскальзывать. Мне очень жалко, я до сих пор его люблю. 2 года назад именно семья писателя стала инициатором номинации имени Александра Ульянова. Премию присуждают молодым авторам, которые хорошо дебютировали. Писателя, журналиста, настоящего патриота и хорошего человека помнят и любят. А значит, он долго еще будет жить в сердцах земляков.